Когда я планировала нашу беседу, я хотела поговорить о вопросах безопасности, стоящих вообще перед государством. Но был ряд событий, да, с самого утра, связанных вот с содержанием участников инициативной группы Харах Пицунда. Говоря о безопасности страны, можно говорить, безопасность бывает разной, мы об этом уже не раз говорили, да, это не только внешняя безопасность, есть и внутренние вещи, которые отвечают за нашу безопасность, есть экономическая безопасность, есть там много форм этой безопасности. Если мы сегодня, ты спросила о ситуации, которая произошла сегодня утром, да, это когда были задержаны, скажем так, молодые люди из организации Харах Пицунда, которые развешивали плакаты с цитатами, да, то мы должны сказать, что я сегодня, как и все, утром находился в ОВД и видел, что происходило. Да. Должен констатировать факт, что милиция, конечно же, вела себя корректно, надо это сказать, и по отношению к детям в том числе. Да, но тем не менее, надо сказать, что власть, по-моему, перешла все грани, задержав этих молодых людей. Потому что для меня непонятно, как для гражданина Республики Абхазия, и вообще, как говоря о безопасности вообще страны, мы должны помнить, что за цитаты, за патриотические цитаты, за цитаты, которые провозглашали свободу, провозглашали независимость, провозглашали наши интересы как государства, в 1937 году люди терялись. Вы помните, что этим наши деды, бабушки также за эти цитаты пострадали. Наши отцы боролись за свободу Абсна. Мы сами прошли войну не для того, чтобы нас сегодня сажали. И должен сказать, что я очень удивлен, когда цитаты, которые... Там были цитаты, одна из цитат, по крайней мере, я точно знаю, была цитата Владислава Григорьевича. И мне сегодня совершенно непонятна и мотивация власти, и мотивация в лице правоохранительных органов. Мне непонятная мотивация, когда задерживают детей за то, что они развешивают цитаты, провозглашающие патриотические вещи. Мне совершенно непонятно, по какому принципу, как можно задерживать людей за то, что они процитировали Владислава Григорьевича Арцева. Как можно изъять у них эти цитаты и сегодня отправить на экспертизу на наличие экстремистской это литературы или не экстремистской, и что это вообще за цитаты? Послушайте, получается, что у нас сегодня цитаты Владислава Григорьевича находятся на экспертизе. Да? Вы вообще понимаете, какой нонсенс, что происходит? Это абсурд. Мы, по-моему, сошли с ума. Я именно в таком русле это рассматриваю. Тем более говорит, что дети там задержаны за хулиганство. Какое хулиганство? Хулиганство по отношению к кому? К своему государству? Или к конкретным людям? Кому? Они вообще не хулиганили. Спокойно, тихо, спокойно развешивали цитаты на столбах. Плакаты, которые мы все с детства слышали и знали. Поэтому мы зашли в тупик. Действия власти сами себя загоняют в тупик. Мы все время слышим, то нам надо сюда там 300 тысяч человек заселить, то нам нужно, у нас, слушайте, кроме этих детей, что проблем нет. Когда мы 5-6 дней не даем информацию об убийстве, совершенном, допустим, в Гаграх, да, что правоохранительные органы скрывают убийство, да, мне это непонятно. В то время это на фоне того, что через неделю, да, ловят молодежь, которую и непонятно за что. У нас много таких фактов. Это прежде всего и касается безопасности, потому что правоохранительные органы должны защищать прежде всего интересы народа, не определенных лиц, не определенного, я не знаю, когорты какой-то. Они здесь для того, чтобы правопорядок был. Они здесь находятся для того, чтобы мы государство строили, для того, чтобы они относились к своим гражданам как гражданам, для того, чтобы они находились вместе с гражданами и прежде всего
ловили бы преступников. А выполнять чьи-то приказы, непонятные приказы, да, бегать, я говорю, не знаю, за детьми и возбуждать на них там уголовные дела или административные, это уже не имеет никакого значения. Сам факт, он кощунственный. А в целом безопасность? Стоит ли нам сейчас вообще рассуждать о каких-то внешних угрозах, когда у нас внутри такая ситуация? Несмотря у нас мы внешние угрозы всегда рассчитывали, мы всегда их обсуждали, мы всегда стремились к тому, чтобы, ну, по крайней мере, пытались сделать так, чтобы у нас была сильная армия. Да? Мы хотели бы, это у нас такое желание было всегда, есть сегодня тоже. Мы хотели бы сделать так, чтобы мы могли свои границы охранять сами. Мы хотели бы сделать так, чтобы резервисты там, и все те, кто может с оружием в руках защищать свою родину, отдавали бы долг там, в армии свой. Но события начинают происходить так, что это уходит на второй план. То есть наши, все время основываясь на внешние угрозы, мы создали внутреннюю угрозу. Поэтому сегодня, мне кажется, внутренняя наша угроза намного сильнее, мощнее, чем у нас внешние угрозы. У нас нет таких внешних угроз, как внутренних. Я еще раз говорю, когда свобода слова под запретом. Когда уполномоченный по правам человека защищает не права человека, а защищает права власти, да? Вернее, власти, которая поступила не по закону, да? То меня это начинает пугать. Если у нас не будут те люди, которые могут говорить в лицо правду, если у нас перестанут существовать патриоты, если у нас мы хотим всех загнать под каблук, да, чтобы никто не мог поднять голову и сказать то, о чем он думает, тогда у нас самая большая опасность находится внутри нас, она не снаружи. Поэтому я думаю, вот об этом нам стоило бы всем подумать.